Современная медицина, хотя и достигла немалых успехов, иногда заходит в тупик. Применяемые регулярно химические препараты не всегда оказывают положительного эффекта, а порой наносят вред организму человека. И сегодня даже известные специалисты стали все чаще обращаться к истокам традиционной народной медицине. Академик Омарбай Нарбеков 10 лет возглавлял кардиологический центр в Бишкеке. Был проректором медицинского института. Сегодня он президент Международного фитоцентра СНГ. Его обращение к природе совсем не случайно. Наши предки еще задолго до появления медицины лечили настойками, микстурами, мазями на основе растительного и минерального сырья. Эти знания передавались из поколения в поколение, а методы лечения проходили проверку веками. Человек – часть природы, человек – продукт природы, поэтому он должен потреблять, что существует в природе. Так? Все природные вещи человеку знакомы, они усвояемы. Так? А когда мы создаем синтетические препараты, организм не узнает и не осваивает его. Так? Значит, вот поэтому появился целый ряд класс заболеваний, которые называются лекарственные болезни. И другое, допустим, аллергия, лекарственная аллергия. Омарбай Нарбекович лечит не только аллергию. Астма, ринит и бронхит. Избавиться от этих недугов поможет дымотерапия. Уже полгода по этой методике, внедренной академиком Нарбековым, работают в алматинском санатории Акбулак. Впрочем, есть и другие методы. У меня еще сыну поставили в 4 года астму. И в центре педиатрии его посадили на гормоны. Я не согласилась на гормоны. То есть не согласилась садить его на гормоны. И мы потом поговорили с Нарбековым по этому поводу. Сначала мы ему поднимали иммунитет, и за 2 года он его поднял. В общем, у меня сейчас сын и бегает, и занимается спортом. Благодаря действию лекарственных трав и минеральных веществ, убежден академик, можно избавиться от многих заболеваний. Причем лечение не чревато какими-то последствиями. В этом главное преимущество фитотерапии. Правда, ждать быстрого эффекта не нужно. Лечение природными материалами требует определенного времени, зато результат превзойдет ожидания. Об этом говорят сейчас весь мир. Вот, допустим, японцы, китайцы, Тибет, индусы давным-давно работают только на естественных лекарственных сырьях. Так? Или же повышает собственный внутренний резерв организма. Ведь человек-то за всю свою жизнь использует только 1/3 человеческой возможности. Но лечение академика Нарбекова привлекает не только препаратами. Интересна и сама методика. Фитотерапевт не требует сдачи многочисленных анализов. Установить точный диагноз можно и по внешним признакам. Каждая болезнь оставляет в человеке отпечаток. Допустим, есть малые признаки вот этой болезни. Можно болезнь узнавать по волосу, какой цвет волос, ломкость, допустим, по ногтям, по ладони, по общий вид человека, или отечность под глазами, или какие-то пигментации. Вот есть малые признаки заболевания. Если врач квалифицированный, если он знает болезнь, он по малым признакам может ставить диагноз. Не ошибиться в постановке диагноза помогает и длительная практика. У академика опыт врачевания свыше 40 лет. Нередко к фитотерапевту обращаются и те, кому не помогла официальная медицина. Экзема, миома, киста – перечислять все случаи невозможно. Но почти к каждому из них Омарбай Нарбекович находит путь к исцелению. Когда вот с этой экземой, когда мне не могли поставить диагноз, мы прошли очень и очень многих и врачей, и в институты ездили, и народных лекарей. То есть никто помочь не мог. День-два пройдет, а потом заново все высыпание. А сюда приехали, и через 10 дней у меня все прошло. Через 10 дней прошло, но факт то, что сколько у тебя слоев эпителия повреждено, они пока будут нарастать. Но сейчас, в принципе, у меня руки нормальные. И я также и мою, и стираю. И то, что мне сказали, что этого ничего делать я не буду, я все
все занимаюсь, делаю это. Нередко результаты лечения удивляют других специалистов. Нехитрые приемы, минимальный набор лекарственных препаратов, его методы помогают даже там, где необходимо хирургическое вмешательство. Омарбай Нарбекович неоднократно уберегал своих пациентов от скальпеля. В 2003 году снялась на УЗИ. В печени у меня обнаружили кисту размером 1,5–2 сантиметра. Я очень испугалась, стала обращаться к разным врачам, профессорам. Они брали анализы, думали, что эхинококоз. Боялись, что нужно делать операцию на печень. От своих знакомых я узнала о Нарбекове. Позвонила, пришла на прием. Он мне дал какое-то лекарство. Через 2 дня прошла УЗИ без изменений. Потом продолжила пить. И уже в течение 4–5 месяцев моя киста начала уменьшаться. Потом через год я снова снялась. До этого я каждые 2–3 месяца делала снимки. И последние результаты показали, что моя киста полностью рассосалась. Омарбай Нарбекович уже давно отказался от химиопрепаратов. В его практике собственные настойки, мази, бальзамы. В их основе лекарственные растения, минералы, кости животных. Некоторые препараты – призеры Европейского центра маркетинговых исследований. Многие не нуждаются в рекомендациях и востребованы не только в странах СНГ. К примеру, бальзам «Нежность» не просто повышает иммунитет, но и способствует рассасыванию опухолей, аденомы предстательной железы, миомы, мастопатии в начальных стадиях заболевания. Смесь чагылган на основе горных трав улучшает память и процесс мышления, замедляет старение мозга, нормализует артериальное давление. Сохранить здоровье и красоту поможет препарат «Вечная молодость». В целом свою методику Омарбай Нарбекович называет комплементарной. Это синтез западной и восточной медицины. Сам академик неоднократно совершал экспедиции в высокогорье Тянь-Шани и Памира. Омарбай Нарбеков первым в СНГ открыл центр Мумиё. Мы впервые выпустили стандарт, что такое Мумиё, и изучили состав. Значит, в Германии есть экспертная лаборатория, независимая лаборатория Пашер. Вот после анализа этой лаборатории там никаких вопросов не возникает. Допустим, что такое Мумиё? Это естественный природный сплав, который содержит более 60 микроэлементов. Один из его препаратов, Тянь-Шань-Мурогу, на основе мумиё и меда, был применен для реабилитации людей, пострадавших от Чернобыльской аварии. Оказалось, что он эффективен при радиационном облучении, выводит из организма радионуклеотиды и изотопы. Все сырье Омарбай Нарбеков берет в своей стране, родной Киргизии. Горы Заилийского Алатау богаты лекарственными травами, а почва – минералами. Для некоторых больных его препараты – единственная надежда на исцеление. Однако, учитывая кропотливый труд и сложную технологию изготовления, стоят они недешево. Решить эту проблему может государственный заказ и собственная сырьевая база, убежден академик. В Казахстане очень тоже много лекарственных растений, природных минералов. И вот это оленевое хозяйство, допустим, вот сейчас, допустим, в Восточно-Казахстанской области, Котонгарагае, там вот это пантовые, хозяйство, ванна, лекарства, вот это пантокрин. И там же очень много лекарственных растений. Не все используются, к сожалению, Очень мало в этом направлении работ. Омарбай Нарбеков не ограничивается только фитотерапией. Он владеет основами мануальной терапии и иглорефлексотерапии. Ведь избавить от болезни может и воздействие на активные точки человека, так называемые акупунктуры. Каждая из них отвечает за состояние определенного органа. Но главное, верит Омарбай Нарбеков, основа для исцеления заложена в самом человеке и в окружающей его природе.